Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 5 классе. Урок номер 50, тема «Шаги великана». Сегодня мы продолжаем изучение раздела «Жизнь и творчество». О чем вам говорит имя Александр Сергеевич Пушкин? Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Его знают во всем мире. Он автор многих стихотворений, поэм, сказок, рассказов, повестей и романов. Вспомните его строки из сказки о рыбаке и рыбке. С какими прилагательными сочетаются выделенные существительные? Поставьте к прилагательным вопросы и определите их род. Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал была рыбку, золотую рыбку, непростую. Чудо какое великое, средний род. Рыбку какую, золотую, непростую, женский род. Послушайте, что вы узнали о поэте, какие его произведения вы знаете. Выпишите выделенные прилагательные вместе с существительными и поставьте к ним вопросы. Великий русский поэт Пушкин, которого знает и любит весь мир, прожил всего 37 лет. Но он шел шагами великана, как говорил о нем известный поэт Рылеев. Пушкин оставил нам больше 1000 стихотворений, поэмы, сказки, романы, повести, рассказы. Из текста мы узнали, что Пушкин прожил короткую жизнь, но оставил больше 1000 произведений. Поэт какой? Великий русский поэт. Поэт какой? Известный поэт. Прилагательные мужского рода отвечают на вопрос «какой» и имеют окончание «ы», красный, «и», синий, «ой», голубой. Изменяются по числам зеленый дуб, зеленые дубы и падежам. Упражнение 329. Вспомните, какими были герои из сказки о рыбаке и рыбке Пушкина. Запишите прилагательные к существительным и обозначьте их окончание. Укажите прилагательные мужского рода. Золотая рыбка какая? Добрая, щедрая, мудрая, умная. У прилагательных окончание «ая». Это женский род. Я обозначила их, заключила эти окончания в квадрат. Старуха какая? Жадная, глупая, гордая, бессердечная. Я подчеркнула окончание. Вы сделаете квадратное окружение окончаний. Старик какой? Робкий, хороший, несмелый, безвольный. Окончание заключите в квадрат. Прилагательные мужского рода. Вот последняя строка. Вот здесь прилагательные мужского рода. Упражнение 330. Из какой сказки Пушкина этот отрывок? Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Это отрывок из сказки о царе Салтане. Спешите, вставляя вместо знака вопрос, а вместо точек пропущенные окончания. Определите род, число и падеж прилагательных. Здравствуй, князь ты мой какой? Прекрасный, прилагательное прекрасный, в мужском роде, единственном числе, именительном падеже. Что ж ты тих, как день, какой? Ненастный, прилагательное ненастный, употреблено в мужском роде, единственном числе, именительном падеже. Упражнение 331. Послушайте, что нового вы узнали о поэте. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. Он рос вместе со старшей сестрой Ольгой и младшим братом Левушкой. За детьми смотрела няня Арина Родионовна, которую Пушкин очень любил. Она была добрая, ласковая, укладывая детей спать, всегда рассказывала сказки. К 7 годам Пушкин уже хорошо говорил, читал и писал по-французски и даже сам сочинял небольшие пьесы на французском языке.
Как-то он лег спать и долго не засыпал. «Что ты, Саша, не спишь?» — спросили его, а он ответил: «Сочиняю стихи». Из этого текста я узнала о детстве Александра Сергеевича Пушкина. Он очень любил свою няню Арину Родионовну. К 7 годам Пушкин хорошо знал по-французски. С детских лет он начал сочинять стихи. Упражнение 332. Выпишите из текста о Пушкине в 2 столбика имена прилагательные женского рода и имена прилагательные мужского рода вместе с существительными. Пушкин жайлы мәтіннен екі бағанға сын есімдерді байланысып тұрған зат есіммен бірге женский род және мужской род екі бағанға бөліп жазыңдар. Обозначьте окончание. Жалғауын белгілеңдер. Укажите падеж. Падеждің септігін көрсетіңдер. Так. Женский род со старшей сестрой. Окончание ей. Я подчеркну, а вы заключите в квадрат. Мен астын сызам, сендер 4 үшті етіп сызыңдар. Няня какая? Добрая. Окончание ая. Ласковая. Окончание ая. Именительный падеж. Со старшей сестрой родительный падеж. Небольшие песы. Винительный падеж. Окончание ие. Это множественное число. Мужской род. С младшим братом родительный падеж. Окончание им у прилагательного. На французском языке окончание ом. Это предложный падеж. Так, прочитаем текст 333 упражнение. Пушкин был невысокого роста, шатен с курчавыми волосами, с голубыми глазами, необыкновенной привлекательности. Ни один портрет не передал красоту его удивительных глаз. Говорил он скоро, острил всегда удачно. Поэт был веселый, подвижный, смеялся, показывая 2 ряда ровных зубов. 2 ряда ровных зубов. Укажите количество прилагательных в первом предложении. В первом предложении 4 прилагательных. Укажите количество прилагательных в последнем предложении. В последнем предложении текста 3 прилагательных. Сделайте морфемный разбор прилагательного невысокий. Морфемный разбор значит разбор по составу. Сначала обозначим окончание у этого слова. Невысокий, окончание и. Основа невысок. Корень выс. Суффикс ок. Приставка не. У слова необыкновенный. Окончание и. Корень обыкн. Суффикс ов. Суффикс ен. Приставка не. Найдите в первом предложении прилагательные во множественном числе и поставьте их в форме единственного числа мужского рода. С курчавыми – курчавый, с голубыми – голубой. А для второй группы слово удивительных – удивительный. К какому слову относится прилагательное веселый? Укажите род. Докажите, что она употреблена в именительном падеже. Поэт был высокий, мужской род. Задаем вопрос, какой? Веселый какой? Это именительный падеж. Поэт был неподвижный, мужской род. Вопрос, какой? Именительный падеж. Определите стиль и тип текста. Художественный стиль, тип текста, описание. Дополните кластер на тему герои сказок Пушкина. Белка, князь Гвидон, царь Салтан, золотая рыбка, старик, старуха, королевич Елисей, царевна Лебедь.
Упражнение 335. Вспомните таких героев сказок Пушкина, как Золотой петушок, Кот-ученый, Царь-Салтан, Работник Балда, Дядька Черномор. Опишите одного из героев, используя прилагательное мужского рода. Я выбрала царя Салтана. Царь Салтан – добрый, доверчивый, справедливый человек. Викторина, знаете ли вы сказку о царе Салтане? Первый вопрос. Одна из 3 сестер стала царицей, другая – поварихой, а кем стала третья? Ткачихой. Правильно, ребята. Куда посадили и бросили молодую царицу с сыном? Правильно, в бочку. Кого спас молодой царевич? Царевну-лебедя. Какое имя взял себе молодой царевич? Князь Гвидон. В кого превратился царевич, чтобы увидеть родного отца, царя Салтана? В комара, муху и шмеля. Кто грызет орешки с золотой скорлупкой? Белка. Сколько богатырей выходят из моря вместе с дядькой Черномором? Правильно, ребята, 33 богатыря. Прочитайте начало 3 сказок Пушкина, вспомните их названия. Негде в 39 царстве, в 30 государстве жил-был славный царь Дадон. Это сказка о золотом петушке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Это сказка о рыбаке и рыбке. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Это сказка о царе Салтане. Укажите верные или неверные ответы. Царь Дадон – герой сказки о золотом петушке. Верно. Арина Родионовна – няня Пушкина. Верно. Пушкин был высокого роста. Неверно. Жил старик со своей старухой у самого Черного моря. Неверно, они жили у самого Синего моря. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. Верный ответ. Упражнение 337. Составьте синпень к слову Пушкин. Первая строка Пушкин. Вторая строка великий, неповторимый. Третья строка писал, творил, создал. Четвертая строка Пушкин, великий русский поэт. Пятая строка гений. Запишите имена героев прочитанных вами сказок Пушкина и подберите к ним прилагательные, характеризующие их внешность, поведение, характер. Например, мы брали сказку о рыбаке и рыбке и написали: золотая рыбка какая? Добрая, щедрая, мудрая, умная. Старуха какая? Жадная, глупая, гордая, бессердечная. Старик какой? Старик робкий, хороший, несмелый, безвольный. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч. Канал Атыркель Ваундер. Запишитесь, подписывайтесь на канал.